Добрый день, уважаемые друзья. Тяхшлар Гюндульдерлиштер. Вы смотрите телеграм-канал «Австрийский алтаец». Подписывайтесь, комментируйте, обсуждайте. Сейчас мы находимся в почти самом центре Вены. Это Вен-Митте называется, совмещенный логистический транспортный узел с метро и железнодорожной станцией междугороднего и международного сообщения. А наверху этого железнодорожного комплекса, я вам сейчас дам панораму, крупный такой торговый центр. Это третий этаж, а это внизу второй, третий и нулевой цокольные этажи. Так вот, мне часто приходится слышать о том, что глава Республики Хорохордин создал Министерство цифрового развития, или же, чтобы получить федеральные деньги для участия в территориях так называемого опережающего цифрового развития. Это все враки, потому что обыкновенный интернет-доступ в селе Крылык Уськанского района или отдаленном поселке Каракол Уськанского района, где работают известные мораловоды Маташевы, там нет интернета совсем. Есть только беспроводная интернет-связь, которая работает в режиме GSM или 4G. И так вот, обыкновенное сравнение скоростей. Здесь в Австрии любой гражданин может включить и купить сим-карту для действия в сети 5G Giganet, так называемые сверхвысокие скорости. О каком-либо развитии, опережающем в Республике Алтай, это вранье, и, скорее всего, в ближайшие 100 лет этого не будет, поскольку длительное время коммунистические банды и организованные преступные группировки внутри российской власти, этот термин введен в оборот мной, политэмигрантом Кудермековым в Австрии, они бюджеты все время пилили, воровали и не доводили государственные бюджетные деньги до назначения, до самих жителей Республики Алтай. Конкретный пример я могу рассказать о хищениях и получении взяток уголовником Валерием Тадошевичем Байрышевым в селе Крылык Уськанского района Республики Алтай. Уськанским райсудом он признан был виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 160 и статьи 292 УК РФ. Он получил взятку 140 тысяч рублей у жителя Медрусакон Николая Кестелева, и взамен он увеличил количество дров до 1000 кубометров и купил автомобиль УАЗ. И этот УАЗик мне на сессии депутатов Крылыкского сельского образования дружок и подельник Владимир Мызин предлагал в качестве отступных, чтобы я отстал от Мызина и его преступной бандгруппы. Так вот, хотелось бы отметить, что ни одна из преступных схем, которые реализовывал Байрышев с соучастниками и с подельниками, они все были вскрыты, в том числе и контрольно-счетной палатой Уськанского района. Конкретно указываю факты: они увеличили фонд заработной платы на 150% своей любовницы и секретарши Чечек Николаевне Токовой. Байрышев выплачивал 30 тысяч рублей, когда в селе Крылык постоянная и безнадежная безработица. То же самое касается главного бухгалтера Аржаны Айтпасовой, которая не обладает профильным бухгалтерским образованием. Это конкретный пример небольшого аула села Крылык Уськанского района Республики Алтай. О каких махинациях и объемах хищений в районе Республики Алтай и в других районах, эти сводки можно видеть на сайте Следственного комитета. Күндүлү мен аны Алтайлап айтайын. Кандай да цифровой экономиканың пүйлүгүн баштаса, ол үспөй турган не. Үзе бюджетке иштеп турган организацияларды Пильтен, Ялбаков, оның да үскө преступный бандгруппалар шапшыкчылап албатынын канын жиглеп турган не. Үзе сорып аткан, оның десе Путин айтып жатат, рабочие места төзөр керек. Жаңы предприятиялар төзөр керек, каландарды төлөр керек, албаты жакшы жатсын деп. А ондай урчы жаңыла албаты кандай төрөр. Үзе шапшыга тидиркүен уймалга дүңөй. Олла. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки,
Предлагайте темы, которые мы можем обсудить. Пишите мне в чат-бот «Австрийский алтаец». На каждый вопрос я дам подробный ответ. Всего доброго. Яхшы жүріңіздер.